Скажите, как вас зовут и какого года рождения Меня зовут Мусфире Керимовна. Мусфире. 1933 года. Отец мой Керим, а мама Аджи Султан. У нас в семье 4 человека, 4 детей. Старшая дочь Зекия, она на 10 лет старше меня была. Потом брат Фивзи, и на 2 года старше меня Назмие. И вот у нас 4 детей. Вы самая младшая. Да. Скажите, в каком селе вы родились? Я родилась в Ленинском районе, Маяк-Салын. Это скалистая местность, и на высоком горе стояла этот маяк. И освещал это море. Когда началась война, вам сколько лет было? Мне было 8 лет. Расскажите, как вы помните, что было? Война началась, и папа там в деревне Жабирверде. Папа работал председателем. И начали людей вызывать в военкомат. И каждый раз папу тоже вызывали. А папа был участник Первой мировой войны. У него здоровье не очень, сердечник он был, порок сердца. Поэтому каждый раз его обратно отправляли, не взяли в армию. Были и вот так вот через некоторое время, когда немцы продвигались в сторону Крыма, папа нас отправил к своему брату Ортель. Ортель Насл, Орта-Эля ма? Орта-Эля. 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 Со стороны моря стреляли немцев. И мы убежали из дома в другую сторону села. Когда вернулись, то во дворе немцы уже во дворе, и повозка стояла, накрытая красным одеялом. Это мамино одеяло свадебное, очень дорогое для нас. Это было только для гостей. И там наши вещи. Не знаю, что там было, но мама кричала: детские хоть оставляйте, детские чулки, зачем вам? Они оттолкнули маму и пистолет в грудь. Еще шаг сделаешь, выстрелим. Мы обняли маму, начали плакать, и вот так вот повозка пошла своим ходом, а мы остались. Не успели мы очнуться, как уже немцы выводят нашу корову. И уводят, говорит, опять мама такая была шустрая. И опять она накинулась на них, говорит: оставьте хоть корову нам. На этот раз дуло поставили прямо в лоб. Еще шаг сделаешь, пух, не будет тебя. Они жили у вас, эти офицеры? Нет, не жили, потому что там теснота была. Они не жили, только взяли то, что им надо было. Расскажите, ваш отец, если он не участвовал в войне, в военных действиях, как он помогал? Папа нас отправил к брату, а сам остался там в деревне. У нас связи пока не было. Война прошла, и вот потом через некоторое время папа вернулся домой. Оказывается, их собрали, говорили на переправе работать, чтобы перевезти туда
нужные вещи. И вот так вот помогали они. Когда уже немцы близко подошли, то дали им, партработникам, такое указание в тылу врага, чтобы они работали тайно. Как информаторы? Да. И было очень строго. Этот человек знал только кто ему подойдет, его он должен знать, и кому отправлять тоже то. Больше 2 людей он не имел права. Такое было. Потом всем дали кличку. У отца была кличка Бостанджа. И потом уже папа вернулся, и это было в 41 году, в 42 году в январе десант был. И вот погода плохая, снег, дождь, снег идет, и буран такой. Красноармейцы через переправу вышли. Оказывается, море было покрыто льдом. Они через лед вышли на вторую сторону берега. А кирчане охраняли, а сюда, в эту сторону, охраны такой не было. И десант, керченский десант оттуда. Потом уже Керченский полуостров освободили. Папа опять пошел в райисполком. Ему говорят: восстанавливай колхоз. И папа, мы, конечно, не переехали, жили у брата, у дяди. А отец там один работал. Если это зимой было, весной уже, наверное, где-то май, может, месяц, опять немцы пришли. Наши отступили. Староста деревни отца вызвал и говорит: Керим, все знают, что ты, какой ты человек, кем ты работал. Если придут, спросят, есть ли у вас партийные, я могу и не сказать, но кто-то все равно скажет, что этот партийный, такой работник, и не хочу, мол, я твоих детей оставлять сиротами, твою кровь я не хочу пролить. Уезжай туда, где тебя никто не знает. Живи там. И папа опять уходит на несколько дней, приезжает бричкой. Быстро мы собираемся, а мы игрались как. Мы уезжаем быстро. Нас собрали, нужные вещи взяли в бричку. А старшего брата жена, и она уже сидела в этом бричке с маленьким ребенком, а мы все шли пешком. Я очень боялась мертвецов. Брат на 8 лет, который старше меня, где-то мне уже 9-й год, и говорит: закрывай глаза. Я закрываю глаза, и он меня поднимает и немного двигается вперед и обратно на землю. Теперь можешь открыть глаза. И не знаю, мы через трупы проходили или что. Вот таким образом в соседней деревне
сестра, мамина сестра жила, и после бомбежки из Керчи приехала туда бабушка моя, Фирузе. Это такая бабушка, что себя очень она ценила, потому что она из родов этих, какие, из хорошего рода. Поэтому она себя очень высоко держала и лежит больная. Тоже осколкой ее ранило. И мы потом уже оттуда каким образом попали далеко от этой деревни, в другую деревню, Аджи-Эли. И там мы остановились у знакомых. И долго там мы не прожили. Папа купил в соседней деревне Палапан, дом. Мы переехали туда. А старший брат отца, он переехал туда, в Чистополье, и там он должен был работать имамом. Вас уже высылали им с Палапан, да? Да, Палапан – это последняя наша точка. В Палапане мы жили, там отца друг с детства, Иван. Мой отец и его братья были высокого роста такие. А этот был Иван маленького роста, худенький такой, поэтому его прозвище Иванчук. Иванчуком назвали, и вот Иванчук приютил отца. Керим говорит, куда бы тебя ни направили, иди молча. Если скажут, чистит туалет, молча делай эту работу, чтобы на тебя не было никаких этих недоразумений. Это еще немецкая оккупация, да, была? И уже немцы там, да. Недалеко от нашего села, мы на краю села жили, от нас не так далеко Турецкий вал. И сейчас есть Турецкий вал. За Турецким валом немецкий аэродром был. И каждый день мужчин туда выгоняли на работу. Ну, отец, конечно, бороду отпустил, старик вроде. Ну, ему, конечно, где-то за 50 лет, не такой же старик. А дядя Ваня все время, Керим, ты хоть нагнись немного, делай вид, что ты старый, бери палку. А отец был красивый ростом, такой красивое телосложение, а он забывал, что он такой. И обратно идет он нормальным своим ходом. И этот дядя Ваня говорит ему, вот, наверное, так, что придет комиссия, чтобы его дом был закрытый, чтобы на него никто ничего не говорил. Керим, поезжай в такую деревню к таким людям на несколько дней, может, месяц, может, 2. И мы рано-рано утром. Опять переехали? Папа делал телегу и запрягали корову, и рано утром уходили в другую деревню. От своего дома мы уходили. И там через некоторое время опять мы ночью возвращались. И так было 4 раза мы уходили из дома.
А потом в городе успокоилось все, и папа работал этим аэродроме. Они, там же земля, и каждый раз, когда самолет поднимается, там эти остаются следы. И их разравнивали. Я каждый день туда уходил. А к нам пришел, многие люди приходили, уходили. У нас тоже жили так месяцами. Одни из Багерова, другие эти, да, про них я скажу, женщины. Две женщины, у одного один ребенок, а у другого два ребенка, двое детей. Это крымские татары были? Нет, эти караимы, не караимы, а греки, гречанки. Гречанки. И младшая могла, оказывается, гадала она через ноготь. Да? И вечером она все приготовила, и вечером лампа горит, большой палец чем-то намазала, и вызывает она духа. Святой Ерофей, выйди сюда, скажи про эту, там, про Зекье, всю правду, что ее ждет. Первым долгом тогда это облаву делали, и парней, брату уже 17-й год, и Германию отправляли, несовершеннолетних. И вышел на него первым долгом. Нет, говорит, немцы его не заберут. Но он здесь не будет жить. Он будет жить среди гор. И в 1945 году, говорит, сильно заболеет. Если в живых останется, он будет долго жить. Но, говорит, под вопросом. Сильно... Это брату она вашему? На брата. А Зекье, говорит, тоже, говорит, не здесь. Высокие горы, лестницы, говорит, там этажные дома. Она будет там работать кем-то. Не простым рабочим, а кем-то, говорит, будет работать. А потом про себя. О, говорит, опять нас румыны забирают, говорит. Я, говорит, это... Это она сама себе тоже посмотрела? Сама себе тоже готова. Все. Потом на нашу семью. Говорит, в вашей семье могила, говорит. И папа распаковался, начал этих говорить, что вы разные вещи говорите. Когда уже про могилу, то он сильно рассердился. И таким образом через несколько дней точно вот так же румыны их забрали, точно так же поехали. А в 1945 году брат сильно заболел. Мы ж, когда депортация была, мы в Рудник попали. А сестра тоже работала. Я хочу сказать, что она сказала, то все вот это вот выполнила. А потом к нам пришел какой-то дядя Саша. Дядя Саша пришел, и он ремонтировал обувь. Тогда дело, одевать-то нечего людям. То, что старые приносили, и он деньги не брал, а брал пшеницу. И так он некоторое время у нас пожил. Оказывается, папа ему сведения давал об аэродроме, а он своим передавал. Он работу свою выполнил, 2-3 мешка. Папа
идет опять к Иванчуку. Вот, мол, этот собрал зерно, а как домой отвезет? Дай мне эту телегу и этот разрешение, что я выехал по своим делам. Пропуск. Папа отвез их в Старый Крым. В Старом Крыму дядя Саша оставил все вот это вот зерно в непожитом доме. Старый дом, пустой. Говорит, вдруг за нами слежка, чтобы, говорит, не показывать, где я живу. Пусть, говорит, там, ночью я заберу. Значит, ночью он партизанам отдал. Как закончилась война? Вы помните этот момент? Вот вы маленькая, да? Как вы помните это? Немцы у нас жили. У нас мама была очень чистоплотная. Хоть и деревня, дома низкие, но все время у нас чистота, порядок. А немцы любят чистое имя. Двое их было. Один немец, а другой говорили венгр. Он не общался с нами, не разговаривал, просто пришел, переночевал и обратно на работу. Они эти аэродроме работали инженеры. А этот немец был мужем из богатой семьи. У нас, когда он жил, ему исполнился 23 года. Ну, совсем молодой. И он так напился, все время выпивал он, и отца угощал. Отец вместо того, чтобы выпить, делая вид, и под столиком выливал. Чашка туда выливал. А на другой день уже можно на это заработать зерно. Оказывается, в Сталинграде немцы получили удар. Да. По обстоятельству он уже понял, что, да, уже поражение идет. Германия, да. И как они ушли? Наш дом самый крайний, и люди больше у нас оказались. Полный дом людей. А папа сделал окоп Г-образно. Очень хорошее это. И все мы туда в окоп. А мама не хочет. Немцы со стороны, где они, аэродром был, и у них пушки дальнобойные, полный обстрел идет. С этой стороны русские видят, что там недоступно им. Оказывается, ну, не знаю, папа говорит, очень такой высоко генерал или кто, который командовал ими, командир. А он со стороны моря объезжает вот так вот, там открыто. Они обороняли так, где мы жили. Не ожидали, что со стороны моря они подойдут. Они со стороны моря подошли и сзади начали их уничтожать. И таким образом они быстро сдались. Папа говорил, что вот эти вот дальнобойные оружия, они закрывали конец этими и давали выстрел. А взрыв произошел внутри вот этого ствола и погибает там, где он и люди находился, да, и эти провода. Да, уничтожается это оружие. Много было пленных.
Очень было много пленных. А вы это помните? Или вы это по рассказам вспоминаете? И помню, и по рассказам. Мы ж там были. Да. А как же без детей? Да. Где уже войны нету. Вы радовали, помните, как радовались, что освободили? Мы сидели в окопе. Угу. Наш дом снаряд попал и начал валиться. А мама дома находилась. И она выбегает оттуда и слышит: «Вперед, вперед!» слова. И наши уже, я их голос слышал. Но она поняла, что уже Да. близкие, как бы наши близкие. Наши пришли, и радость такая. А когда уже освободили, нету никакого выстрела, мы все вышли и бегаем по двору, по селу. И вот так Это вот. какое было время? Помните? Да. День? Какой день? Это было весной. В 44-м году весной? Да. Весной? Начало мая? Нет, наверное, еще мая не было. Потому что нам ремонт сделали, не ремонт, папа стену Отремонтировал. ремонтировал. Стену, да. И эти стены побелили, все. И все вещи, которые раньше у нас были, они это выставили. Ну, в общем, дом сделали так, как положено. Помню, как заходишь, ну, там 4 комнаты, дальняя комната всегда у нас считался такой хороший. Как заходишь, у нас швейная машина ножная, «Зингер». И между двумя окнами шкаф внизу и зеркало, овальное, большое зеркало. Кровати двухместные были, очень широкие кровати. И за кроватью у нас ковров не было. Картина, очень богатая картина, и по краям такие вот эти ободочки, мы все время говорили, это золотое. Оказывается, это не золото, а просто блестящее. Очень красиво. И мама, уже сестра взрослая, она приготовила подушки, все. И тогда таких цветных не было, белым этим покрыто, и белые подушки такие высокие, как будто бы взлетает наверх эти. Ну да. Вам так казалось, что это все очень... Да, и так красиво. А следующий, за другим кроватом мальчик, который сидит и дудки играет. Рядом пасет он этих барашек. И далеко видно горы, покрытые льдом, а внизу море. Это Кавказские горы. И Вы вот это помните, да? Таким образом, а сюда еще шкаф белевой. И вот так вот пол застелен красиво. Мамины тоже и приданные. Я говорила: мама, у нас не было ж таких. Где вы взяли вот это вот? Она говорит: у нас все было, только во время войны мы прятали их в бочках. И вот так вот мое последнее это воспоминание перед глазами. И сейчас у меня подушки, оказывается, сейчас пуховые подушки не в моде. Да. Я говорю, пока я жива, эти подушки будут.
потому что это мне напоминает мамины подушки. Да, сестра уехала в Чистополье. Там станция на учебу. В Симферополь поехала учиться. А папа был в райисполкоме, он дал колхозную печать, свою эту, партийный билет и какие-то бумаги, которые он прятал во время войны, и все это отдал. И говорят они: приезжай на следующей неделе, примешь опять колхоз и восстанавливай, работай там. И папа возвращается, папа уже дома, это значит 17 мая. А во время войны хорошие вещи всегда румыны приходили, обыск делали в сундуках, искали этих партизан. И хорошие вещи всегда не забирали. А папа взял все хорошие вещи, яму сделал и наверху посадил сухое дерево. Вроде там дерево растет, засохшее. Пришел он, открыл, приехал или пришел, там транспорта не было тогда. И вытащил оттуда вещи и на улице оставил, чтобы проветривались они. И 18 уже утром рано разбудили. И быстро-быстро нас торопят. Мы в ночнушках, не давали одеваться даже, платье одеть. Мы пальто одели, это моя сестра и я, пальто одели, вышли на улицу. Прямо вот метров 10 от нас стоял этот пулемет. Стоял пулемет, и пулеметчик лежит. Говорит: если будете двигаться, я застрелю. В селе 6 семей жили. Тех тоже забрали. Все они свои вещи в эту бричку. Бричка даже не наполнился. Не давали же время. И у нас на 15 минут мама растерялась, дочку потеряла, и мы не успели. Ну, только вот платье одели и пальто на нас. Дядя Саша тогда мне ботинки сделал. И так мне хотелось эти ботинки одеть, я их ни разу не одела. Вот до сих пор перед глазами. Я нагнулась под кровать и достала одну ботинку, а за другой ботинкой залезла, и солдат приходит: вылезай оттуда, и мне по заднице, когда с солдатским сапогом. Больно же, я расплакалась, и второй ботинок оставила, заплакала и ушла. И вот так вот мы, соседи, старушка одна была, у них 3 детей, а ее сын на фронте. Невестка поехала в Ленина, не Ленина, тогда Семколодицей говорили, район. Узнать насчет мужа. Может, где-то есть о нем. Да, жив он или нет. Это, вести. И бабушка одна не знала, что делать. Детей одела, взяла. Там мать приготовила хамсу. Весна же. Они взяли только эту хамсу и больше ничего. Даже хлеба они не взяли.
пришли, их посадили в телегу, а мы сзади пешком. Соседнее село, так где-то километров 3, наверное, может и больше. Но там возле колодца всех собрали, и мы там. А сестра, оказывается, это не было поезда, осталась у своей подруги. Рано утром подруга поднимает: Зина, вставай, всех татар высылает. Она говорит: это нам не касается. Это, наверное, высылают те, кто на них работал. Нет, и говорит, всех подряд. Ну, потом она встала, взяла свой чемодан, и там еще учились еще мальчики из соседнего, из нашего села на трактористов. А у них идет занятие. Она зашла, их забрала, 4 ребят, ну, где-то они лет 15-16, подростки. И свое село, где-то километров, наверное, 5-6 есть, наверное. И пришли, видим, что люди спускаются с этих село, с гор. И сестра наша. Нашла, мы, ну, они пришли, сразу к нам присоединились. Сестра тоже такая боевая была. Подошла она к этому командиру, который нас высылал, и рассказала, кто отец, как они во время войны жили. Она комсомолка. И вот в таком роде. И говорит, даже мои родители не успели свою одежду одеть. Поэтому, говорит, нам надо хоть что-то взять. Он нагнулся, говорит, вот так вот, голову опустил, и ему неудобно голову поднять. Стыдно, наверное, стало. И говорит одному солдату, возьми их, отведи, и придешь обратно. Пусть необходимые вещи они заберут. Сестра недалеко же. Пришли в наш дом, и каждый там по своим домам. 5 человек те ушли, а сестра зашла, а эти соседи наши, Жучковой, ходят, говорит, с ведром. Зина, мне жалко, корова мычит, доить время ей уже. Она не бодается, не дает мне доить. А сестра подошла к корове, обняла голову, а корова начала плакать. И говорит, никогда не забуду, как у коровы, говорит, такие вот крупные слезы, говорит, пролились. Зашла домой, взяла нужные вещи, и эти ребята возвращаются пустыми. Оказывается, их дом уже закрыли. Заколотили. И не могли они домой попасть. Чтобы пустыми не идти. И на улице же эти вещи еще стояли. И каждому там мешок. На, тогда это пустой не иди, мои вещи хоть отнеси. И вот таким образом кое-какие вещи сестра принесла. Из еды что смогли взять? Из еды в депортацию что смогли взять? Из еды. Из еды? Еду брат с отцом взяли кое-что. Они еду только взяли. Наверное, и для приготовления.
Пищи, наверное, чашки, ложки, может, взяли, потому что у нас было уже. Нас Погрузили в вагоны? машиной, машину эти загрузили и в вагоны. Вагоны эти грязные, и там же сидишь, это не такие вагоны, а для скотов. Да. И сделана была такая полочка вглубь этого. И детей туда посадили, в эту полочку, а сами сидя. Прямо на полу. Потому что лежать там, отдыхать, этого места нету. Все сидели. И нас отправили, когда уже Красный Перекоп стали подъезжать. Папа говорит, это, говорит, ворота Крыма. Мы из Крыма выходим, прощай, Крым. Чтобы мы обратно, чтобы могли вернуться. И прощаются все с Крымом, с родиной. И дальше, где останавливались, где не останавливались, такой вот особой еды и не было. Может, кое-что какие-то давали, а остановки большинство были на открытом месте, где эти люди там редко когда останавливались. Насчет воды было очень тяжело. А люди ж эти не взяли для ничего. И пить хочется, а посуды нету. А у нас большой чайник 10-литровый. И вот это вот чайник наполняется, и оттуда мы пили. Весь вагон, наверное, этим чайником, да? В вагоне, наверное, может, кое-кто еще и принес, но не знаю. Такой вот жажды я не чувствовала. Останавливались в таком открытом месте, и люди там уже себе пищу готовили. Готовили, иногда до готовности, иногда только вот начинает топить, варить гудок, и все бегут по своим вагонам. Кто успевает, тут уже садится. А были люди, которые не успевали. А самое главное, кушаешь, пьешь, и оправляться же надо. И когда поезд останавливается, все за вагоном, туда рядом, и мужчины, и женщины, и дети свое дело делают, потому что больше возможностей нет. Когда мы ехали туда, в Украине, какой-то местности, стояли женщины в кошелках и камни на нас бросали. Много камней было, но хорошо, через этот не пролетел. Вот так вот нас камнями закидали. Ну, информация у них была, что это предатели. Но через этот Казахстан проходили, а папа говорит, ой, у них, говорит, это могила, кладбище, Похоже кладбище, а где их, интересно, дом. Оказывается, у них такие низкие дома, как кладбище. Эти жилищные дома.
Живут они вот в таких низких домах. Приехали, привезли нас в Самаркандскую область. Город, не город, а станция Зеробулак. В Зеробулаке, а потом рассылали по разным точкам. Мы должны были на рудники идти, работать. А там еще для нас жилья не было готово. Ну, может, месяц, может, больше. Находились в кишлаке. Узбеки были такие злые. Не разговаривали, чуть что. И камнями бросались, и вот избивали. В общем, тяжелая жизнь была. Рудник, село, где люди жили, а внизу немного открытая местность. Там бараки нам делали. Внизу открыли. В земле. Дорога там. И с двух сторон эти нары. И вверх было накрыто камышом. В таких бараках с двух сторон двери. И каждый там рядышком. Даже комнат не было, да? Вот вы все в общем таком... Общий такой. Бараки длинные, длинные. А с этой стороны, ну, с двух сторон двери, и каждый занимает свое определенное место. И рядом с нами брат с сестрой. Они в гостях были, и по дороге их забрали эти... Дети? Нет, взрослые же. Ну, подростки, брат с сестрой. И у них ни одежды, ни еды, ни ложки, ни тарелки, эти миски, ничего нету. Только хлебные карточки. Если работаешь, 700 грамм хлеба, а не работающим иждивенцам 300 грамм хлеба. А кто в шахте работает, тот получает килограмм хлеба. Начался тиф, сыпной тиф. Все вшивые. Мамина сестра в Керчи работала, она там жила, когда после бомбежки дом их развалился, и она в село поехала. У нее 2 детей, муж в армии на фронте. И она оставила нам старшего сына, где-то ему 6 или 7 лет. А младшего взяла с собой. И мальчик это у нас велит с нами. Я на змее, велит, в один день заболели. Значит, двери открываются, и повозка посреди дороги идет. А кто больной уже, без сознания это вот забирает повозку, и дальше. Кто может сидеть, кто может лежать, и вот так вот в больницу везут. Мы недели 3, наверное, лежали в больнице, выздоровели, вернулись домой. На другой день заболела мама и сестра, старшая сестра Зикия. А папа не болел. По молодости он переболел, поэтому он... Иммунитет у него, и он не болел. Сестра Зикия была в очень тяжелом состоянии. Длинные, такие хорошие косы. И мама говорит,
врачам: оставьте ее волосы, у нее голова чистая, поэтому, говорит, режьте мои, но не трогайте, жалко. Ну, они тоже, наверное, пожалели. Это мать так просит. Ее без сознания в палату. А мама попала в другую палату. Немного она легче переносила. Сознание было. А сестра 20 дней без сознания лежала. И папа с работы выходит и сразу в больницу. И мама лежала под окном. И они разговаривают, как что делать, как там дети, все расспрашивает она. Потом говорит: пришли мне укол делать, ты иди домой, за детьми смотри, чтобы все было нормально, хорошо. И мама после этого укола умерла. И это было в октябре. Мама 3 месяца там прожила. Маму похоронили. А после этого и сестра в тяжелом состоянии. Папа у одного узбека купил не дома, а лачушку такую. Продал свои вещи, костюм, вещи, которые редко, и купил жилье нам. Мы с этого барака перешли в дом. Там ни отопления, ничего нету. А у узбеков как было принято? Посреди дома делают яму. В этой яме остается там угли. Тепло вот это вот. И они столик такой маленький ставят. И столик покрывает сверху большим одеялом. И все они тогда вот под одеяло лезут и ноги греют в этой яме. Поэтому у них везде сажа, стены черные, сажа, вот так вот. Несколько раз говорили: дядя Керим, дочка твоя умерла. А папа бежит туда, а врачи говорят, что она еще дышит, не умерла. И так несколько раз, но она выздоровела. Организм молодой, она выжила. И это Зикия. Где мама? Папа говорит, она в тяжелом состоянии была, ее районную больницу увезли. Не сказал, да, что она? Не сказал. А потом как-то она говорит: нет, говорит, вы меня обманываете. Мамы, наверное, нету, потому что я сон видела. Мама говорит, далеко от нас. Мы стоим, ее ждем, зовем, а между нами трактор, говорит, дорогу это рыхлит. Не дает к нам присоединиться. Мама, говорит, отдельно там кричит и не может к нам присоединиться. А папа уже признался. Говорит, пока домой придет, все равно узнает, когда в больнице хоть врачи что-то сделают. И так. Сказали. Потом вы пошли в школу, да? В 1945 году я хоть и не училась, знала буквы, читала свободно и пошла во 2 класс. Нас было очень много детей. За одной партой сидели по 3 человека. Пришел узбек,
Мы его не понимаем, он нас не понимает. Пришла казанская татарка, также мы ее не понимаем, она нас не понимает. А потом тогда крымским татарам преподавать категорически запрещено было. Но они выход нашли, и учитель пришел к нам, наш имя забыла. Русский язык переводил на татарский и нам объяснял, что это такое. Ну, 2 класс мы учились во 2 классе, и там нам бесплатный обед выдавали. Детей много, есть более такие взрослые уже. И один учитель говорит в 2 классе, глагол проходим. И никак не может он с ним найти общий язык. И он говорит, ой, hocam ben başında bir şey durmay. Ben etmeyeyim. Olmayayım. Потом он говорит, ну, посмотрим, как ты. Часть речи, сидел на печи, упал с печи, ударился о пол, образовался глагол. А ну, повтори. Он полностью повторил это. Ты же понимаешь, ты такой уже умный, почему ты не хочешь учиться? В игровой такой форме, да? Да. Ну, он уговаривает его. А он говорит, я прихожу для того, чтобы кусок хлеба и полчашки каши покушать. А то я целыми днями сижу в бараке, очень голодный. Никто мне ничего не дает. А сюда прихожу я, и с детьми играюсь, и я уже кое-что могу кушать. Началась зима, и бараки, дождь, снег, и провалились они. Камыш провалился, под открытым небом остались люди. Но, соответственно, конечно, дети уже не пошли в школу. Нас, ну, мало осталось, но все же мы учились. А людей вывозили в свободные эти места, старые там, заброшенные домики, они заселяли там. Или подъезды, тоже люди, чтобы от снега подальше. Под снегом, чтобы люди не оставались. А сейчас людей там недалеко от нас. Это была пекарня. И пекарня, котельная топилась этими, как его, Дровами? керосином. Керосином. И страшный там этот запах, сажа. Но чуть немного, хоть тепло там, и там 10 или 15 семей. А эти дети там, взрослые более-менее, а дети, воды нет, как они будут лицо мыть? Умываться негде, а снегом не может. И они как негры были, черные. Сразу видно, что эти уже с пекарня. И вот в таких условиях люди выжили. В 3 классе уже русские, с русскими нас 3 человека осталось. 2 девочки со мной, и я 3-я. У одной мама умерла, ее забрали в детдом,
а другая этим электрическим током убила, я одна осталась. Третий класс как-то еще прошел, в четвертом классе я одна, самая задняя парта. Я одна сижу. Никто со мной не хочет и разговаривать, и сидеть, или что-то. Каждый мальчик проходит и по голове мне. Вшивая, там такая-сякая. Предательница. Каждый там старается, чтобы меня унизить. Перемена, надо с класса выходить, коридор. В коридоре обязательно они мне подножку ставят, чтобы я упала, и они рассмеялись. И вот в таких тяжелых условиях все же приходилось заниматься. Папа со мной, он меня это готовил, со мной занимался. И как-то дали историю этого Максима Горького. И как экономка экономила его горючие вот эти вот свечи. И обмеряла их этими ниткой. И эту нитку, чтобы утром опять измерить, сколько он за ночь истратил и вот эту вот нитку она прятала. И я рассказывала, и говорю, эту нитку она ховала. С деревни мы все время говорили ховала, а вообще никто не говорил, что спрятала. Ховалки играли, ховала. Вот весь класс прямо вот катается. О, ховала. Смеются страшно. Ну, неизвестное слово. Да. И эта учительница поднимает руку. Тихо, дети. Это слово русское. Это ничего страшного. Литературное прятала. В следующий раз будешь рассказывать, говори, прятала. Иди садись. Я иду, а она говорит, выучила урок, хорошо, 5 тебе. Здесь опять школа. Ого! Ого, холи, что я вшивая получаю 5. И вот в таком духе 4 класс закончила, а в 5 уже разные учителя, тяжело. И я бросила школу. Первые года, когда сестра моя устроилась на работу, 14-15 лет, шахту приняли работать, несмотря ни на какой возраст. А когда я подросла уже, был закон, что до 18 лет детей в шахту не пускать. 13-14 лет? Мне исполнилось 18, я пошла работать в шахту. Но работа не физического характера, такие вот маркшейдер, эти под землей, которые работают, снимки делает, все вот эти вот. Я с подружкой ему помогали. Несешь их не эти оборудование, все вот это. И по лестницам на этажи поднимаешься. Первый это под землей. Под землей, да. Работа была этого несменного характера каждый день. Поэтому мы вдвоем с ней ходили в вечернюю школу. Вечернюю школу. Вечернюю школу после работы каждый день
в вечернюю школу ходили. Когда я 10 класс закончила, уже не молодая была в возрасте. Мне 23 года было уже. Ну, 23 года, да. Я поехала Ташкент Технику. училище, чтобы сдавать, а документы сдала, исполнилось мое желание, и я медсестрой вышла. Да. Работала в Катакургане медсестрой, а потом Рефатом познакомились, поженились, и в 69 году вернулись в родной край, Крым. Аллам ярабым, сүргінлікте қайып болған. Yolda өліп қалғанlarına, bütün geçmişlerinin ağır yaşayış yaşap, geçmişlerinin ruhlarına el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin ya Rabbim. Өлгендерге рахмет, қалғандарға саулық, сәлеметлік. Алланың рахметінде болсындар, жәннет қапылары ашық болсын. Амин я Рабб. Sağ olun. Sağ olun.